Этим музыкальным инструментам более 100 лет. На них еще до депортации виртуозно играли отец, дед и прадед именитого Дареджи Рифата Меметова. Любовь к музыке в семье Меметовых передавалась из поколения в поколение. У нас в семье все играли на этом инструменте, потому что мой дедушка был Дареджи Мемет Аширов. Чубук даул чалайды, играл на чубук дауле, на даре играл. Боек Харбабам, прадедушка, он боразанчи, Ашир уста боразанчи. Наш отец учил всегда играть в первую очередь на ритмических инструментах. Это даре. Давать знаки, давать правильные ритмы ко всем песням, к инструментальным произведениям. Вот так вот, чтобы было все точно, ясно. Поэтому я знаком с детства с этим инструментом. Отец Рифата Меметова, Амза Меметов, родился в Ахмеджите. Он владел многими музыкальными инструментами. Его игра на трубе и даре поражали. До депортации Амза Меметов работал в оркестре Крымского государственного драматического театра. Ему тогда было всего 12 лет. Это 36-37 года. Вот эти года. Вплоть до последнего выселения крымского татарина с Крыма он работал, и с концерта они возвращались составом театра, коллективом театра. И вы вот приезжаете домой, а там уже даром все собираются, выселяют всех, и вот так вот. Он успевает выпрыгнуть с машины, которые их везли с концерта, вот успевает домой прийти, рассказать об этом, но дедушка не верил этому всему. Не торопись, не торопись, подожди, подожди. Не успело мгновение пройти, как стали, оказывается, стучаться в двери. Давайте, выходите, собирайтесь. Рифат Меметов родился и вырос в Булунгуре Самаркандской области, куда попала семья в годы ссылки. Окончил Самаркандское музыкальное училище по классу труба, затем Ташкентскую государственную консерваторию. Более 30 лет своей жизни он посвятил игре на трубе. А после возвращения в Крым Рифат Меметов начал играть в фольклорном ансамбле «Крым», но уже на народном музыкальном инструменте «Даре». Честно говоря, откровенно говоря, сильно я не думал, что я перееду в Крым и буду играть на даре. У меня профессиональный трубач со стажем, преподаватель и так далее. Но так как при переезде сюда получилось так, что я по классу трубы себе работу не смог найти преподавателем. Музыкант признается, даре – сложный инструмент, требующий большой выдержки и упорства. Ну, специфику я-то даре знал уже с детства. Это очень сложный физический инструмент. Его на весу надо держать и исполнять. Инструмент такой, всесторонний, универсальный, где можно только навыки и стремления. Здоровье, конечно. Это 99% труда, 1% таланта. Даре – крымско-татарский народный музыкальный инструмент, без которого не обходился ни один праздник. До депортации отец мне рассказывал, что на наших крымско-татарских праздниках все время собирались музыканты со всех городов Крыма, нашей земли, родной земли Крыма. И вот и приезжали, допустим, с Евпатории, с Феодосии, с Джанкоя, со всех регионов и со своими составами, где во всех составах присутствовал этот инструмент даре, даул, боразан. И на этих праздниках происходили такие конкурсы именно ударных инструментов. С каждого региона приезжают по 2, по 3 дареджи. И там игрались в основном долулар, пешраф, инструментальные произведения,
где там именно было показать соло на даре, кто как играет. И вот они выходили и исполняя эти произведения, то кезлерден кеген дайречилер ортага, допустим, с Евпатории приехал, выходит, играют виртуозно. То с Кефе, то с центра, с Симферополя, с Бахчисарая. И вот эти конкурсы, вот они одно и то же произведение, вот играет состав, то один состав, то, но они продолжают играть это же произведение. Дайречилер своими виртуозными ходами вот это все заполняли и играли, каждый выступал, выкладывал все то, что мог. Главная задача для Рифата Меметова на сцене – раскрыть весь потенциал и красоту звучания народного инструмента. Этому он научился у своего отца. Я могу вспомнить его одно слово. Балам, ашхма. Бір жерде өз вақыты бар, өз саты бар, өз yapılacak işleri бар. Везде есть свое место. Время, выдержка, спокойствие. Это не надо торопиться никогда. А даре – это очень такой инструмент, где нужно очень точно, в темпе, правильно сделать сильную долю. И там слабые доли тоже есть. Вставить их правильно и виртуозно сыграть. Вот это слово «ашхма» до сих пор у меня в голове. Что бы я ни делал, чем бы я ни занимался, пока я не успокоюсь, пока не приду в свое состояние, я не могу начать. А если начал, то уже нужно завершить. А завершать его всегда нужно как-то правильно. В руках мастера и виртуоза Рифата Меметова даре издает неповторимые звуки, отбивая такт, рождая музыку и создавая настроение. Вот мы живем, а сердце наше стучит. Это ритм сердца. Сердце дает жизнь людям. И каждый раз в исполнении на этом инструменте у меня вдохновляюсь, вот не знаю как. Еще хочется больше, больше, больше. Усталости не чувствую, понимаете? Вот этот ритм постоянный. И я бы хотел, чтобы оно всегда стучало так ровненько, как оно должно стучать. И вот стараюсь всегда придерживаться к сердцу ритма.